Вітанки, мої дороженькі. Сьогодні з вами я і мої гусі, цирк на дроте. І ми з вами займемося розмінкою для тазостегневих суставів. Чому завжди акцент на тазостегневі сустави? Тому що у нас малорухомий лад життя, і ми постійно сидимо, від цього у нас іде скорочення по передній поверхні. От этого у нас боли у поясницы, от этого у нас болять колени. И тому, коли вы хочете некое универсальное практикование, зробите акцент на тазостегневые суставы. Итак, у нас тазостегневый сустав може робити рух згинання, розгинання, приведення, відведення і ротація. У відповідності з цим ми зараз і почнемо нашу розмінку. Вам може спотребитися кубик, або, коли вам тяжко, ви можете сісти на стул на угол. Итак, перше положення, яке ми з вами приймаємо, чотирикутник. Моцними пальцами я хапаюся за диванок, ми не стоїмо на п'яточках долоню, притискаємо цалком наши от коленок до підйому у хиленку і починаємо робити рухи тазом, бицем би я хочу сісти на уявний стул. Пожадано підключати під це дихання. Я штурхаю себе руками назад, на удих і видих, штурхнули себе. Удих, вернулись назад. Выдох. Сочтите за тем, как у вас не пригиналась поясница, вы не проваливались в плечах, вы штурхнули себе наверх, притиснули хиленку и с ровным тазом. Так само, когда у вас начинает подкручиваться таз, значит, это ваша конечная кропка. Вернитесь, коли ласка, назад. Хоп, хоп, поступово вы будете больше разворачиваться. Наступное, зараз крышечку суставами покрутим. Я отставляю правую ногу назад, правую руку ближе до коленки и разворачиваю колено вверх. Тут мы получаем сгинание и ротацию, и, в принципе, отведение крышечку. Таки одразу працуем во всех плоскостях, але не амплитудно. Хоп, 8 разів на 2 ноги, 4. Хто запитував розмінку перед бігом, ідеально берите несколько практикувань, получаете з розмінкою для ступнів, коленкоступневих і коленів. В принципі, у нас тут зараз і колени со ступнями розминаються. На другую руку то же самое, левая ближе до левой коленки и левую ножку отвернули. Да, так это будет выглядать со спины. Раз, два, не дай бог у меня микрофон зараз отключится. 3, 4, 5, 6. Задонатьте мне на нормальный микрофон, который не отключается. 7, 8. Протягиваем стоять. Коли у вас руки стомились, сядьте, прокрутите. Так само не забывайте, что вы можете заниматься со мной офлайн у Минску по адресу Чкалова район Института культуры. И зараз мы с вами будем учиться разгинать тазостегневый сустав, не подключающий под это поясницу. Я завожу, цикнуся якби пальчиками вверх. Тут мои гуси спробуют вверх, а хвостик, наоборот, подкручиваю под себе. И опускаю. Разгинаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вывели ножку вверх, вытекнули коленку, и я крышечку заворачиваю внутрь и цикну ножку на стенку. Вертаю назад, разворачиваю крышечку на вас и цикну на камеру. Получаем ротацию и приведение, отведение ножки. Моцные руки. Равномерно дыхаем. Тут у нас подключается стабилизация корпуса. Фуф. Не рухаем поясницей, мы стараемся рухать. Это микрорух для наших суставов. И поменяли той же самый рух мы робим зараз на левую ногу. Спочатку розгинання. Раз. Да, я не люблю вот таких вот рухов. Я никуда не лечу. На выдоху
Поднимаюсь. Той, хто хоче собі накачати прихожі і ягодиці, тому так само необхідно працювати з тазостегневими суставами. Тому що у нас циклиці працюють у сполученні з тими суставами, якими їх рухають. Тому усе, що вокруг тазостегневого сустава, а це ягодиця, вона буде пропрацьовуватися під час мобілізації. Так, уже, напевно, є 8 разів. Выросли, вытягнули коленочку. И я заворачиваю внутрь на вас нога, раскрываю и крышечку на стенку. И 2. Не забываем дыхать. Не компенсуем корпусом. 3. Не забываем, что у нас притиснута ножка правая. Коли вам так тяжко стоять, поставьте лепш пальцы жесткие, как у вас не было никаких промежковых положений. Я натягиваю пальцы, потому что я занимаюсь эстетичным видом спорту, и это уже звычка. Поставили. Можно крышечку выдохнуть, отпочить, прокрутить пальцы, потому что мы зараз так само притягнем такое непростое, напевно, буде. Коли це практикування зараз у вас буде викликати проблеми, напевно, можна або поставить руки на кубик, для того, как зробить это на узвышение, будет меньше отвлеклость, або просто пропустить это практикование. Итак, если у вас есть нема проблем, мы становимся и заводим ножку назад, перед собой и вывели корпус. Назад. И шерхуем. Так, у меня тут стеночка. И назад. Перед собой завели. Коли вам крышечку дискомфортно, не хапаете амплитуды, возьмите узвышение, и у вас одразу з'явиться простора для того, как працювати з тазостегневими суставами. Знову ж стараємося не компенсувати корпусом, працювати менавіта ногой. Хто марить про шпагат, це так само практикування must have. Я сбилась с лику. Будем лечить. Можете поставить меня на паузу и доробить просто 8 разов, а мы протягиваем займатися. І так, тут так само. Зараз кришечку слідуючу попрацюємо. Коли вам у таким положении, с вытянутыми ногами, сидящие на седальных костках, уже некомфортно. Это ваше крайнее положение. Берем так само какую-нибудь подушечку, альбо ножил садимся на стул. Это все нормально. Спочатку приводим до нормы, после повеличиваем амплитуду. Знову же, подскинаем коленки, натягиваем на себе пальцы, вытягиваемся вверх. И рух у нас відбувається за кошт того, що є п'ятками. Тут треба підсихнути колені, бо прямими ногами у вас ніколи не отримається це зробити. Драйвер руху у мене зараз буде не корпус, ось так, а ноги. У мене буде підтягуватися корпус, тому що я п'яточками підтягую диванок або там підлогу під себе. Спочатку мої коленки глядять вверх, а після я починаю їх розкривати. Раскрываю, опускаюсь, закручиваю внутрь, выросли. Раскрыли, опустились, закрыли, опускаемся. 4. Вы можете лечить себе сами. 3. 2. 1. Хоп. И накатываем. У нас такая буза короткая. Нет, я забыла еще одно практикование на животе. И на этом мы с вами закончим для того, как не перегружать вас информацией. Зараз мы получимся лежащие на животе, раскрывать, раскинать тазостегневый сустав и отводить его у отведения. Опускаемся на живот, руки складываем перед собой трехкутником, притискаем таз у подлогу и, не компенсуючи тазом и поясницей, я отрываю ноги вверх,
Адвожу її улево, у моєму випадку, а опускаю. І так 8 разів на кожну ножку. Выросли, отвели, опустили. Выросли, отвели, опустили. Выросли. Шия не перетинается. Поясница не долучается до гэтага руху. Калі вам баліць костачка, больш напружьте пресс, альбо просто подстелите мягкую подушечку и поменяли правой. Звычайна тазовая косточка у нас боліць, калі вы кепска напруживаете корпус. Тогда у вас атрымліваецца, что вы усой силой притискаетесь у подлогу костками, конечно, будет болеть это натурально. Зрабілі 8 разов. И зараз крышку подсекнули под себя хвостик, компенсовали крышечку поясницу. 2, 3 и 4 выросли. Усо. Наши гуси га-га-га жадают вам добрых тренировок. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ставьте лайки. Пока.